Biz ferma deyince aklımıza gelir inekler, atlar, hem keçilerle koyunlar. Ama biz bunları Tveropontivka köyünden yerinde fermanın kahramanları yeşekler. Burada 1-2 yılın içinde bir yeşekten 9 yeşadan ziyadelendi bu ferma. Fermanın kurucusu Alyona Shevchenkangası 19 yıl geri geldi bu köye de çekitti kendi işini bir yeşekten. Onu ona bağışladılar. Söyleyip hani vermesin onu lokmaya ama ilerletsin bu işi ileri doğru. En büyük zorluk onların bakmasında bu alafların hazırlanması. Çünkü firmanın sahibisi kendisi savaşır onları hazırlama. Трудности. Самая большая трудность – это кормовая база. Это сено. Это сенаж, который в Буджакской степи добывается достаточно тяжело. То есть это вот единственная трудность. То есть когда тебе нужно их зимой кормить, и ты весной в засушливый сезон ты не можешь обеспечить их кормами. То есть в корм идет все. Вот я говорю, что я никогда, вот в селе все знают, если кому-то надо срубить огород чеклежа, я пошла срубила, чеклеж забрала. Если у кого-то что-то осталось где-то, я прихожу, забираю, потому что зимы бывают разные. Бывает ранняя весна, а бывает поздняя весна, бывает засушливая. И вот самая большая проблема – это корма. Корма, которыми, скажем, Буджакская степь нас наделила солнцем, нас наделила землей, нас наделила виноградниками, но обделила дождем. И, к сожалению, это мы не можем, так скажем, никак, как говорится, против природы мы не можем идти. И мы, вот это самая большая проблема, это корма. Но мы ее решаем. То есть, если мы сами не заготовили, то мы купили. То есть, поэтому вот это единственное, что все заготовлено, сараи полные кормов, ячмень покупается, все мы готовим. У нас есть своя земля. Я научилась ездить на тракторе. То есть, я выиграла через грант мини-трактор. И я добросовестнейшим образом целую весну я езжу, сама кашу, если, таймером. Если нет, то нанимаем трактора, тюкуем. А так весной, когда еще травка маленькая, я сама выезжаю, кашу, привожу, потому что ослик должен хорошо кушать. Да, и он должен быть в хорошем настроении и всегда сытый. Если он сытый, в хорошем настроении, он всегда добрый, пушистый, покладистый, и всегда вот они меня любят. И я их тоже люблю. Cesüler Alyona Shevchenko pek zor iş çünkü yokunca bir de gün gelmesin firmaya. Sabah akşam doyurma, su dökme ama bakmadan bu zorluklara sevinirsin bulunarken onların arasında. Вы знаете, естественно, я вам честно скажу, это очень тяжелый труд. Вот когда смотришь, они такие красивые, они такие толстые, они такие замечательные, они вообще такие... Но это огромный труд. У нас нет выходных. У меня нету выходных. Я всегда на работе. Я всегда, как говорят, в бою, в строю. Я всегда рано встаю. У меня нету такого, чтобы... Если мы спим, то если мы до 7 спали, это уже много. Так обычно в 5 утра каждый день подъем, и мы бежим. Я не жалею. Я считаю, что, так скажем, вообще-то такой интересный вид бизнеса. Bir firmada bakılır 7 hayvan, birinde de 2 anıkları dururlar doğdurma. Açan onlar kalın, onlara lazım iyi bakma, hem rahatlık. Firmanın başı anıdır, hani kimi hayvanları ona verdiler ki öte doğru onları beslesin. Это наша принцесса, это наша бессарабская красавица. Я ее повезла из Бессарабки. Ее хотели сдать на мясо. У нее был малыш. А мне позвонили, говорят, заберите ее, пожалуйста. Говорит, она такая хорошая. И вот она у меня уже 3-й год живет. Правда, она запомнила, что я ее на цепи вела. Она 1,5 года, она меня вообще не подпускала к себе. Она была сердитая, она была на меня обижена. Вот она уже сейчас уже как-то подобрела. А это наша первая девочка, которая родилась в моем хозяйстве. Ослики вообще родились очень интересно. Идея самоосликов родилась очень интересно. Я вообще не местная. Я приехала с севера Молдовы. Как говорят, женщина всегда идет за мужчиной. И так вот я очутилась в Буджакской степи. 19 лет я здесь живу. У нас на севере Молдовы осликов нету. И когда я попала сюда, мне было так интересно, хочу ослика. А к тому времени я уже создала этот музей, и мне для антуража не хватало осликов. И нашла я женщину, которая мне продала ослицу Катю, и она сказала, говорит, я
тебе ее продаю, но ты ее никогда не сдашь ни на мясо, она будет членом твоей семьи. Я сказала, без вопросов, это будет член моей семьи. И вот я купила Катю, и Катя родила мне принцессу. Вот. А потом, как родилась идея фермы. Послась Катя с принцессой на балке, тут подъезжает машина. Дайте нам ослиного молока, у нас очень тяжело болеет ребенок. Говорит, мы объездили весь юг, мы уже здесь третий день на юге, мы ищем ослиное молоко, у нас, говорит, грудной ребенок, он заболел, ему нельзя таблетки. Ну, и сказали, единственное спасение – это дать ослиное молоко. И мы надоили ослиного молока, дали. И вот так вот родилось, что одни приехали, потом вторые приехали. И я уже больше, чем 7 лет. Вы знаете, ко мне приезжают с Украины, с Германии, весь юг Молдовы, Копчак, Кирсово, Тараклия, Каушаны, Лёва, Кантемир, Новые Онены, Кишинев. Очень много людей приезжают. Вы знаете, для них это единственное спасение, когда маленький грудной ребенок, которому нельзя дать антибиотики, он кашляет. В буквальном смысле слова, вот этот родитель, который уже не знает, чем помочь. И мы возвращаемся, наверное, к тем народным традициям, которых мы забываем. Нам же легче пойти и купить волшебную таблетку в аптеке. А получается, что, оказывается, у нас есть ослик, который дает замечательное молоко, которое является природным антибиотиком. Ослик всегда был рядом с человеком. Вот у него вот здесь вот есть крест. Вот если посмотреть, вот есть легенда о том, что у него здесь крест. Он когда-то нес крест Иисуса Христа, и вот Господь Бог дал такой ему знак. Они вообще очень согласны, говорят, что они упрямые. Ну, упрямство тоже есть. Вот если ослик стоит и решил, что ему здесь надо стоять, то подвинуть его практически невозможно. Я вообще уже позицию, что заставить куда-то идти, она уже не работает. Его можно пригласить. То есть ему можно дать яблоко, его можно позвать, и он пойдет. То есть смысл двигать ослика с места, если он решил там стоять, это невозможно. Почему это создается такое у него, я не знаю. Но осел, если он считает, что это для него, так скажем, опасно, или это для него слишком тяжело, он никогда не будет это делать. Он никогда не съест больше, чем надо. То есть я никогда не боюсь, допустим, дать зерна и бояться, что они его съедят больше, чем надо. Нет. Они сидят ровно столько, сколько им надо. Потом они проголодаются и сидят еще. То есть бояться, что мы их перекормим, такого у нас нету. Они вообще любят что-то грызть. Ну вот периодически они там мне грызут подоконники, вот колонну чуть-чуть съели, там пороги, ну, все, что можно сгрызть, лестницу съели. То есть как бы, ну, я им разрешаю это все делать, потому что, так скажем, это их, так скажем, природная особенность. Когда они беременны, им нужен покой, их нельзя, они должны быть абсолютно спокойны, их нельзя. Они, самое интересное, что они привыкают, они очень компанейские. Вот если они привыкли друг к другу, то если одну ослицу забрать, то вторая будет скучать. То есть у них начинается паника. Поэтому вот они у меня здесь, у меня здесь роддом, они здесь ждут, когда родится малыш. Вот, поэтому здесь они спокойно сидят, то есть я их здесь кормлю, то есть люблю, они мне дают положительные эмоции. Они у меня покладистые, они очень социабельные, они вообще любят, вот сейчас мы пойдем к другим, там те вообще любят, те от вас не отстанут. Эти, они будущие мамы, они как-то более, так скажем, сконцентрированы на продолжении рода, а те у меня туристические, те любят, чтобы их чесали за ухом и так далее и тому подобное. Кушают они все. Значит, единственное, что он не любит осел, это он не любит влагу. Вот помещение в копыта должно быть сухо. То есть, если малейшая лужа, то есть ослик уходит. Его даже нельзя перевести через дорогу, если мокрый асфальт. То есть, вот если асфальт намок, то его перевести невозможно. У нас был случай, когда пошел дождь, и мы должны были перевести осликов через дорогу. Они упирались и не хотели. Нам пришлось постелить дорожки через асфальтовую дорогу, чтобы перевести их дорогу, потому что они не хотели наступать, потому что оно было мокрое и блестело. Alona Emilyanovna söyler, hani eşekler sıcak havada varınca yatsınlar yerde, gün göbeğinde. Bunları ısınmayırlar.
Ama sabahleyin kalktığında savaşırlar serin yerde bulunma. Они неприхотливы. Зимой они могут спать под навесом в открытом пространстве. Для них это не вопрос. Даже по вот этой жаре, вот нас скажут, Буджакская степь, жаркое лето, вот они лежат целый день на солнце. Вот они целый день, они спят на солнце. И иногда там есть навес, но они специально выходят, они целый день, они лежат на солнце. Я где-то даже поражаюсь, как им не жарко. А утром они любят стоять в тени, чтобы их обдувал ветер. И вот они утром в тени, вот казалось бы, утром прохладненько, надо на солнышко. А у них наоборот получается. Они сначала утром стоят в тени, и целый день они лежат на солнышке. Ну, в принципе, запрягать я их никого не запрягаю. Они у меня не знают, что это такое. Они у меня только кушают, спят, дают молоко и радуют меня своим хорошим настроением. Но я вам скажу так, что если их не запрягать, не заставлять работать физически, то это очень покладистое, миролюбивое, неагрессивное животное. И если их запрягать... О, а это наш Пантелей, это веселый ослик Иа. Он тоже требует внимания. Это наш самец Пантелей, просто он завязанный, чтобы не беспокоить, как скажем, наших будущих мам. Значит, если ослика заставлять работать, он становится агрессивным. Он так может ударить копытом, он может укусить. И это, получается, его защитная реакция на то, что сейчас пойдут и заставят работать. Они не просто так кусаются, то есть заставить осла, чтобы он вас укусил, это надо еще очень хорошо постараться. То есть может укусить мама, тоже не сильно, если вы, допустим, хотите подойти к ее ребенку. То есть для него это вот защитная реакция. Так, в принципе, они достаточно миролюбивые, спокойные. Вот они вот очень, так скажем, хорошие девочки наши. Gün geçip hepsi zorlukları o açıktan söyler. Hani çok yıl geri kabul edilmiş karar için açma deni firmayı hiçbir kere de gücenmedi. Her sabah çekirdeğer hayvanların beslemesinden nice evde öyle de firmada. Hangisi oldu değil sadece çorbacılık gibi ama canın işi. Я не жалею. Я вообще, знаете, как говорится, все великие идеи рождаются из каких-то шуток, из каких-то случайностей. Это очень интересно. Расширяться, ну, я вам честно скажу, я оставляю себе самых покладистых. Вот у меня была, я иногда продаю, у меня была ослица Анфиса. Она была такая умная, она у меня дрессированная, она и кругом знала, и ко мне, и она была такая позорная. Но это была не ослица, это был какой-то бандит. Она была предводителем всех, она всех куда-то водила, она постоянно что-то придумывала, она там постоянно была в гуще событий. Девочек я себе оставляю. И это стадо, будем так говорить, оно потихонечку каждый год разрастается, разрастается. Сейчас у меня в стадии 9. Это самое. И еще ожидаются, там еще будет пополнение. То есть, поэтому, когда рождаются девочки, я их себе оставляю. Мальчиков, так скажем, у меня забирают чабаны. Вы знаете, вообще ослица, вот сколько у меня осликов родилось, я ни разу не видела. Она рожает сама. Ей абсолютно не нужна никакая помощь. И первые, допустим, неделю она достаточно агрессивна. Она охраняет своего малыша. Подойти практически невозможно. В принципе, это и не требуется. Не подходят даже ослицы. Вот они понимающие, они не подходят. То есть первую неделю она его очень сильно бережет, она его охраняет, она никого к нему не подпускает. Ослик, он обсох, и он уже побежал. То есть, в принципе, это достаточно, я же говорю, они даже с маленького, они очень самостоятельные. И особого такого при рождении ничего не надо. Главное не лезть, потому что она может, так, даже та, которая самая любимая, самая покладистая за своего малыша, она, так скажем, так, будет стоять насмерть. Так сказать. Поэтому, когда они маленькие, особого ухода не надо, надо просто довериться маме. Маму надо хорошо кормить, маму надо хорошо поить, и тогда у мамы всегда есть молоко, и ослик растает очень, кстати, вот если сейчас посмотреть, им еще года нету, они уже практически догнали своих матерей, не догоняют. То есть они рождаются очень интересные, такие пушистые такие, а потом они выленивают,
и становятся уже такими гладенькими. А пух сохраняется практически 9 месяцев, они такие пушистые-пушистые. Даже несмотря лето, зима, они все равно пушистые. Вот этот пух сохраняет, дает им возможность, если вдруг они рождаются в холодный период, сохранять тепло, так скажем, организма. Потому что ослик, они замечательно существуют и в холодных условиях. Самое главное, чтобы сухо было в копыта. Вот. Самое главное, чтобы была сухая территория. Если мокро, они сразу уходят. И так интересно, они вообще не любят. Когда идет дождь, они заходят под навес, и пока не посохло, они даже не выходят. Я им ношу туда еду. Выйти там, где мокро, мы не выходим. Мы это не любим категорически. Мы любим, чтобы нам было в копыта сухо. Поэтому иди, мой дорогой. Alyona Shevchenko söyler, hani bakmadan hepsi zorluklara köy yaşamasında var da o insanlar hangileri koruyarlar, adetleri tutarlar hayvanları. Вы знаете, в селе вообще очень тяжело жить. Но в селе всегда есть энтузиасты, есть люди, которые хранят традиции, которые беззаветно любят животных. И я считаю, что лошади, ослики, они всегда будут. Может, их будет не так много, но они всегда будут. Всегда будут люди, которые будут, так скажем, хотеть возле себя иметь друга. Вот мы держим лошадь, это для души. У нас когда-то была лошадь такая обыкновенная, которая запрягалась в телегу, потом в течение обстоятельств мы ее продали, у нас ее не было 5 лет, мы 5 лет скучали по лошади, в конце концов мы ее купили. Только уже купили орловскую рысачку, приму-балерину, и мы просто, знаете, это вот как какая-то отдушина, пришел, погладил, почесал за ухом, она тебя там, у тебя сахарок попросила, ты на ней верхом покатался. Это для души. Я считаю, что всегда были, есть и будут люди, которые будут жить в селе, которые будут держать животных, которые будут развивать сельское хозяйство. Я так думаю, что это все вернется. Firmanın sahibisi söyler, hani çıkmayır evden, kofe içmeden hem makyaj yapmadan her gün saat 5'te ayakta bulunur. Рабочий день начинается в 5 утра. Первым делом чашка кофе, макияж, потом все остальное. Это неписанная традиция, которая не нарушается ни в субботу, ни в воскресенье, ни дождь, ни зима, ни лето, ничего. То есть, в принципе, ослики, животные учат нас организовываться. То есть мы дисциплинируемся, мы их вовремя кормим, вовремя поем, и рядом с ними мы становимся тоже более организованными. Просто ослики научили нас организовывать свой день так, чтобы мы успевали уделять время осликам, работе, семье, досугу, ходить в гости, выезжать за пределы села. То есть самодисциплина, она у нас, так скажем, у всех, и у животных, и у семьи. Я никогда не делаю больше, чем я могу сделать. То есть, если я понимаю, что я это не могу сделать, я просто нанимаю кого-то, кто помогает мне в каких-то тяжелых видах деятельности. Либо семья. Если семья на тот момент не может, то, в принципе, как говорится, деньги решают тоже определенную часть. Нет, я немножко по-другому рассуждаю, говорю... Дом построила, сына родила. Вот дерево посажу, я мужик. Mahsus yeri firmada kapılır muzey, onun koleksiyasında toplu unikal işler, hangileri anladırlar köyün istoriyasını, insanların yaşamasını, burada istoriya dirilir sansın. Музей родился, так скажем, изначально была идея у украинского посольства сделать нам музей. Были какие-то юридические проблемы, но идея сама осталась, она запала мне в сердце, и я купила этот дом, и все, что есть в этом доме, это все подарено жителями села. Осликоферма родилась из того, что я, как не местная, мне всегда были интересны эти животные, потому что там, где я жила, их таких не было. И появился ослик Катя, потом принцесса, Алиса, Анфиса, Пантелей, потом появилась возможность и потребность в реализации ослиного молока, и вот так получилась осликоферма возле музея. То есть люди могут пойти в музей, посмотреть, как
мы живем, как жили наши предки, и кому необходимо, потому что ослиное молоко является лечебным, то есть в лечебных целях пьют ослиное молоко. А так наслаждаются общением с животными. Оно дает неповторимые счастливые моменты, особенно детям и взрослым, потому что большое животное, которое можно почесать за ухом, которое доброжелательное, миролюбивое и которое отзывчивое на человеческое внимание. Var muzeyde pahalı eksponatlar kendi historiyasından Anglarını köyün insanları getirdiler. Самый трогательный экспонат был, женщина уезжала на постоянное место жительства за границу. Естественно, хочется взять что-то с собой, но все невозможно. И получилось так, что она хотела сохранить память семьи, которая осталась бы в этом селе, и она мне подарила свадебное платье своей мамы и венок венчальный. И она так и сказала, говорит, я не могу его забрать с собой, но я хочу, чтобы эта часть истории осталась в этом селе, чтобы она осталась, чтобы люди видели, говорит, и когда-нибудь я приеду и буду знать, что в этом селе осталась частичка моей семьи. Человек – генератор идей. Мне всегда приходят светлые идеи. Мне вообще нравится то, что я делаю. Я очень счастливый человек. Я могу позволить себе заниматься тем, что я придумала. И у меня хватает сил, энергии, чтобы сделать то, что я придумала, это реализовать. Это самое главное, потому что у нас у всех есть мечты, но не всегда их можно реализовать. А мне посчастливилось, и я хочу сказать огромное спасибо, наверное, судьбе, своей семье, что я смогла реализовать все свои мечты. Но у меня их еще много, поэтому вы еще приедете, я вам еще покажу дальше, что у меня еще интересного получится в этом селе. Супруг поддерживает вас? Он вообще удивляется. Ну, как и все жители села, он постоянно удивляется, что я чем-то опять что-то придумала. Поэтому во многом он меня поддерживает, потому что мы с ним вместе беззаветно любим животных. У нас в семье есть лошадь, коровы, ослики, поросята, нутрии, собаки. То есть у нас есть, как говорится, животные, которым мы, в принципе, посвящаем всю нашу жизнь. То есть я бы хотела сказать, что, наверное, не мы живем вне, мы живем у животных во дворе и обслуживаем их. То есть не они у нас, а мы у них, потому что даже площадь, где мы живем, гораздо меньше, чем площадь, где живут наши животные. Беззаветная любовь к животным нас объединяет. Programmanın televizyon qrupası bulundu Ferman Pontivka köyündə, nerede var bir unikal ferma.